Если кто-то есть у тебя тут на твоей лунке. Ох, блин. Кабан, блин. Вот посмотри, какой он красавчик. Вот видишь, слушать надо женщин. Дай 5. Ты ж вообще чернявый, смотри. Чернобровый. Это мой трофей. Да, немного к берегу отошли, смотри. Пожалуйста. А на тычку сразу не поймешь, короче. Лед трещит, ребята, страшно. Такой неприятный взгляд. Тоже красавец, но этот, ребят, черный. Красавцы вообще. Сейчас будем оцеплять. Тоже чуть ближе к берегу, да? Да. Да. Немного тут промахнулись. Точнее, я промахнулся. А ты молодец, посоветовал. Ты там молодец, перебурился. Там я перебурился, да, и поймали. Ну, жаль иногда. Нормально налим. Ох, хороший Мишка. Сейчас заведу. Ох ты, опа! Взяли. Ну вот ты говоришь, на лесочками. Смотри, в углу взял. Понял, Мишань? Да, ништяк. Ну, ребят, красавец, да? Ух, бродяга. Еще умнее. Вообще умный парень. Достойный, блин, да? Ну, двушка стабильная, Миш. Есть. По объему-то. Хороший налим. Ну это да, это. Я взял вуд, бодается, блин. И за язычок. За язычок, парень. Ну-ка, стой. Такому даже этот. Шумовка даже не помеха. Ага. Не пробежь. Да. Умная голова. Ну вот, ребята, этот плесик дал нам сегодня трофеев, скажем так. Песчаные. Один такой темноватый. Остальные вот такие, ребят. Ну вот этот вообще, братишка, хороший. Можно завесить даже для интереса. Ну и общий результат, ребят, у нас. Отлично накидали, да, Мишань? Вообще огонь. А, ты по стандарту? Ну давай. Попробуй. Блин, красивый, смотри, Мишка. Вообще. Вот этот вообще такой бродяга. Ага. Давай. Что, ребят, всем привет. Рад приветствовать на своем канале. Классная погода, весна, ребята. Последние рыбалочки. Сегодня, ребята, опять на дальняк. Взял Ларису Юрьевну, сидит там, загорает, отдыхает. Остановились немножко порыбачить живца. Заехали на малую реку. Прям по льду все ехали. Но уже, ребят, заезды опасные, очень опасные. Ручьи поскрывались, ребят, страшное дело. Но, как вы помните, оставили мы, ребят, жерлицы, тычки на ночь. И сегодня опять туда же, на дальняк, ребят, по налиму. Ну вот, остановили живца попробовать. Что-то никак. Там пару окуней. И немножко плотвы. Маловато, короче. Ищем по живцу сейчас, пока время 10 часов, наверное, дня. Но мы не спешим, так как снасти установлены, все нормально. Крайней рыбалки, ребят, так что не знаю, посмотрим, как еще будем рыбачить. Но уже с заездами, ребят, вообще беда да печаль. Поля открыты, местами тупо едешь просто по полю, снега нету. Ну, карабкаемся еще, ребят.
Ладно, что, давайте, ребят, со мной. Приятного просмотра. Наших тычек, донок. Короче, 2 часа дня уже, ребят. Мы с 9 с Ларисой катаемся. Блин, надо было сразу, знал, что клюет живец, правда, высоко. Ну, надо было подниматься нормально. Ну, обленились, хотели сэкономить времени. Маялись. В концове, короче, никак. Снизу там пару окуней попалось. Все равно потом психанули, поехали. Сейчас за полчасика штук 20 поймали. И сразу прямым ходом сюда. 3 часа дня, замерзли, он замерзл, чай пьет, отогревается. Шли все по реке, ребят, вплоть по малой реке и зашли на большую. Стоят у нас тысячки, около суток. Переправляем, перенасаживаем. Дай бог, что-то попалось. И едем дальше, ближе к вагону. Там еще у нас немножко жерличек стоит, так что будем посмотреть. Так, ну что, в общем, у нас столько-то, штук 25, наверное. И крупные там попались. И еще есть, ребят, немного червей. Перенасядем. Ночку нам надо будет, чтобы постояли. Пройдемся, посмотрим. В прошлые разы с Мишей, ребят, вот здесь, когда проверялись, вот у меня тычка валяется. Обрыв на нее был. На эту попадался. Здесь вот коса хорошая. Ночью был небольшой мороз. Но не особо. Так, мальца прихватила. Ну, вон 130 нормально. Сейчас потихоньку начнем проверочку. Бам-бам-бам. Так, у нас вот перекрут, живец. А нет, живца жмякали. Налим жмякал, ребят, смотрите. Ельчика. И отпустил. Так, что у нас с червями? Есть там немного червей. Кусала, да? Да, он пожмякал, смотри. Ну, видно, налим обсасывал. Попробуем червей поставить тоже. Короче, разнопланово сделаем. Так, посмотрим. Я думаю, мелочь не должна гулять. На таких глубинах-то точно. А налим-то любит. Побольше насадим. Ну, червей немного. Красные есть. Пару крючков, наверное, насадим, потому что там есть. Так, и маленьких тоже насадим. Крючки здоровые. Такой смачный бутерброд. Вообще бутерброд. О. Давай, Налимчик. Кушай. Присыпать нечем, надо втыкать, короче. Ну вот первое есть. Идем дальше. Окуни в ход пойдут. Крупные окуни на крупного налима. Вот такой окунярый. Давай там, дружище, делай вещи. Ну, ребят, с этого плеса мы не взяли. Ну, поедем дальше, посмотрим. У нас там еще жилички стоят. Что-то как там. Здесь у нас щука была, помните, да? Налим попался на жерлице. Вот они так простояли. И тишина. Ни одного загара нету. А, какая-то аномалия, блин. Что-то изменилось. Что-то вот так резко изменилось, что вообще ничего, считай. Ни курья, ни трава, ни пески. Да.
Странно. Последняя надежда взять сегодня на поесть Налима, Никодима. Ну, вот та бровка работает. Я вот могу тебе сказать, что вот раз, два, три, четыре вот эти тычки, они в холостую. Тут слишком мелко. Да, зачем поставил? Почему? Ну, мелко, потому что. Ну, а так-то этот. Проверять-то надо всегда на разных дистанциях. Живец есть. Все хорошо. Тут вход в яму, видишь, из-за этого. Мало ли, тут тоже ползает. Ох, засранец, блин. Замотал все, блин, здесь. Че, как мы с тобой будем делать? Как с тобой будем дружить? Или не дружить? Дружить. Хорошо, умница. Давай, братан, батю позови. Скажи, вечером сегодня здесь угощуха будет. Нормальная. Давай. Будет угощуха. Капитальная. Здорово. Вот такие плотвички здесь будут плавать. Вот так вот. Сегодня мы питаемся, Лариса Юрьевна. Мы не голодаем сегодня с тобой. Черные такие, ямочные. Вообще чернющие. Что там у нас? О, капитально. Капитально. 4 часа, ребят. Ну все, проверка у нас закончилась. 2 налимчика, грубо говоря. Что-то странно, что-то поменялась какая-то хрень. Ну, всякое бывает, что-то влияет на рыбу. Потому что и заводь травяная, там, и песок. Ну, что-то бы стрельнуло. Походу, капитально что-то давануло. Ну, на поесть поймали, и то нормально. Сегодня ночуем, что? Завтра еще проверочка у нас. И сниматься будем. Сейчас едем на вагон. Кушать готовить, отдыхать. Взяли поролона на нары. Короче, попробуем подняться, ребят. Лед. О, кое-как, блин. Не поднимается, блин. Разгон нужен. Разгона нету со льда. И лед уже стек. И буксует. Прицеп не тянет, не дает. Отцепили, с риской затащили, короче. Нормально. Ну зато круг такой давать. Нафиг лучше 5 минут помучиться. Все, добрались, ребят, до жилища. Нормал. Дрова надо готовить, да? А, кирпич Володька засунул, чтобы тяга не шла, наверное. Дрова заготовим. Ладно, что, разгребаем потихоньку вещички.
надо сушить. Поролончика, ребят, взяли. Немножко. Лариска разложит там. То нары совсем пустые. Так, что, сразу дровишек немножко. Печечку разжечь надо. Да, нам дровишки опять, ребятки, заготовить. А что, рыбаки приходят. Вот сегодня мужички сидели на куре, окуня рыбачили. Постоянно народ здесь. Помимо нас тут ходят местные. Тут недалеко через леса. Так что люди бывают здесь постоянно. Вроде недавно были, приходишь, а тут уже того нету, этого нету. Тут насвинячили. Быстро попить чаю, перекусили так на зуб, закинулись, поеду за дровишками. Пиво загрузил, погнали, съездим. Там сушины стоят, в прошлый раз ездил, видел. Съездим, посмотрим. Ребят, вроде стоят сушинки хорошенькие. Ну вот после оттепели подтаяло, конечно, так, да и бог. О, нормальные, ребят, стоят, хорошенькие. Так, ну чё. Дрова, ребят. Чтобы было все хорошо, дровишки нужны нам. Что тут по бензу? Подзаправиться надо. Хорошо, ветер успокоился, ребят, спокойненько стало. Вот погода поменялась, блин, и все. Рыбалка сразу на минус. Вот, ребят, просто на реке надо быть, понимать, что такое. Потому что до этого хорошо берет. А вот, допустим, приехал, да, вот. Допустим, вчера вот выставился. И вот такие дела. Так что, блин, погода вообще играет особую роль. Капитально. Вот тут сушины, ребят. Тьма тьмущая. Там. Вот тут. Поблизости. Ну такая тут болотина какая-то. Он стоит. Все уже. Капитально отжила свой век. Сейчас туда уроним ее. Получилось сюда ломануть, гнилая, сломала, блин. Ладно, сейчас
на 2 метра и таскаем по старой схеме. Вот так, говорит, клево. Вот так нормально. Погнали. Первое есть. Хорошие чурочки, ребят. Сухенькие. Красота. Вообще бомба. Без сучков, без ничего. Колю немного поменьше, ребят, чтобы колоть было удобнее. Потому что топором колю. Колун с собой не вожу. И так побыстрее будет. И такие можно на 3 части. Чтобы не горели так моментально. А так потихоньку. Ну вот, целый сани дров сухеньких. Так, пила пока горячая. В рюкзак пока ложить не буду. Все, крутану сейчас. Куда-то заехал тут в пойму. Ну, сушин тут много. На крайняк буду знать, ребята. Потому что, ну, местами, да, вот едешь, смотришь специально. А здесь вообще одна за одной стоит он. Красота. Ладно, едем. Едем на войну. Дома. Сушинку классную нашел. А? Сушинку классную нашел. Нравится. Самому.
чуть-чуть. Ребятки, дрова готова у нас. Можно ночевать спокойненько. Заготовили полные нары. Все занесли, раскололи полностью. Останется что. Ну теперь можно ужином заняться. Что у нас? Время сколько варит? 5, наверное, 6, да, уже? Да, без 26. Без 26, ребята. Ну что, как раз к ужину. К ужину подспели. Все ровно. Все что, ровно. Ребята, на ужин у нас налимяха. Вот такой налимка. Свежепойманный налим. Не знаю, многие ребят немного чешуят. Чисто я убираю слизь. Слизь так убираешь. То бишь чешуя есть у него, но она у него очень мелкая. Чисто банально слизь убираю. Потому что слизи очень много. У крупного можно снять шкуру, ребят. Кстати, шкура очень классно слазится. И без проблем. Просто делаешь надрез, а потом просто берешь плоскогубцы, ребят, и снимаешь. Постоянно так делали. Много видео показано на канале у меня, где мы готовим с пацанами. Здесь я сделал надрез, ребят, потому что налим заглотил. Просто крючок был в желудке. Многие говорят: Андрюха, что не отпускаешь? Ребят, налима отпустить невозможно. Вообще никак невозможно. Так, ну голову у нас никто не ест. Так что голову мы оставляем местным обитателям. А здесь почистим сейчас быстренько. И так. А нет, смотрите, ребят. Вот, пожалуйста. Жрет налим капитально. Ну и самое основное, это, ребят, печень. Вот наша печеночка на лиме. Это просто, ребят, деликатес. Я, кстати, там привез еще с дома немножко. Думали с Лариской что-нибудь приготовим вкусного. Ну вот. Ну и, конечно, желчный пузырь. С ним как бы особо не церемонюсь. Лучше кусочек отрезать или вот так оторвать. Здесь она отрывается. Обычно отрезаю немного с печенью, чтобы... Ну, это у дичи я так делаю. Все. Сейчас быстренько почищу, нарежу. 2 плотвы, ребят, не знаю. Одна-то точно на крючке, наверное, была, а вторая вот где-то захомячил. Предыдущих, ребят, налимов осталось печени немного у нас. Ну, вот такая мисочка. Ну, это такой смак классный вообще, ребят. Сейчас отдельно сделаем печени и пожарим нашего налима, которого добыли. Сейчас подперчим его, подсолим. И с мукой его также на сковородочку. Благо печка есть, вот топится она сейчас. Моментально сейчас все будет. Ну, ребят, блюдо вообще бомбовское, я вам гарантирую. Вот так вот. Контейнер, ребят, он сломался. Благо в пакете было. Контейнеры, кстати, летят у меня, слышно, раз, два, 3 похода. Прокатился так мощно и все. Ой, ребята, печеночка, это закуска, блин, бомбовская вообще. Кстати, поднимают Мужскую потенцию, мужскую потенцию, да. Для мужского здоровья. О, хороша. Хороша. Все, ребята, деликатес готов. Мягенький. Небольшая корочка. Вот так немного прожарили.
отлично. Ну, тут, ребят, в этом же масле и налима пожарим, как бы. Как говорится, свое в своем. Так, ребят, ну что, налим у нас готов. Жарится, что? Ну, птица, рыба, что? Вот и налимка наш пойманный. В принципе, вот такой не крупный налим, грамм, сколько, 500, наверное, в нем было. Можно поужинать или пообедать. Ну, вдвойне, два мужика смело можно поесть. Отлично, ребят. Вот печень наша, жареный налим. Небольшая нарезочка. Сегодня вот так мы сильно не готовим. Не готовили ничего. А решили налима свеженького поесть. Нормально будет. Вкусно. Так, поднакидаем маленько. Я думаю, неплохо, да? Очень даже решил. Под это 5 капель беленькой, я думаю, вообще дрюне вообще никак не помешает. Да, отлично. Ну, вам слабенькой. Ну что, будем? Давай за здоровье, не болеем. За улов, как обычно. За природу и так далее. Да, печеньки, ребят, печеночки, смотрите. Сейчас под беленькую пойдет, просто залетать будет. Теща, говорит, под лед пошла. Света включили. Ребят, бомба вообще. Ну, не объяснить словами вкус. Что-то есть рыбья. Как будто что-то мясного, но очень нежное. Как будто паштет, да, ребят, но очень вкусно. Вообще мощь. Плюсую по-любому. Очень вкусно. Нежно свежий, да? Ну а что может быть еще свежее? Просто он еще аж плавнишками. Только что шевелил. Вообще это просто самая свежайшая рыба просто на самом деле. Показываю, ребят, для вас, у кого многие говорили, что нет налима, нет такой рыбы, вообще непонятно, что такое. И вот получается звено, кусок мяса. Ну и тут получается кусок мяса. Вот хребет. Все. Остальное просто, ребят, галимое мясо. Вот белое, очень вкусное, нежное мясо. Все. Вот такие дела. Красота. По щуке, да, то же самое, но есть маленькие косточки. У налима вообще без... Просто нету. Вообще нет. С карасем просто не стоял вообще никак. Да. На вид несуразная рыба, но очень, ребят, вкусно. Здоровская рыба. Слушайте, вода идет под снегом. Где-то там.
Завтрак туриста. Отлично. Ну не на выбор зато, правильно? Никакой, слышь, Макдональдс не нужен. Да. В тайге можно балдеть нормально. Доброе утро. Проснулись, позавтракали. Ну и потихоньку собираемся. Упаковываем вещи. Едем на проверочку. Посмотрим, что да как. Погода опять. Утро наступило, и опять ветрище поднялось. Короче, будет прохладно. Ну да ладно. Ладно, ребят, собираемся. Едем посмотреть. Собрались. Все чистенько, красиво. Порван, ребят, реально по-другому уже стало сразу. Получше, конечно, спится. Нормально. Ну все, очередной раз говорю спасибо этому вагону. По зимнему сезону это последний ход. Последняя ходочка сюда была. Все. Больше по зимнему сезону сюда не приеду. Так что это последняя встреча с ним. Ну что, трогаем. Риска пошла там по тропинке спускаться, а я попробую сейчас не искупаться. Тут сейчас спустимся. Также за ночь тишина, за утро тоже ничего не было. Что-то поменялась погода и рыба перестала брать. Ну, мы сматываем. Все. Посмотрим, что на тычках сняли. Едем на тычке. Смотреть, что да как. Так, ребят, ну добрались до тычек. Посмотрим, что они нам дадут. Или вообще будет что-то. Сейчас с конца начнем. Проверим. Посмотрим. Вот что-то погода изменилась. Пошла вода и все. Ход рыбы перестал вообще кардинально. Кто-то есть. О. Есть. Вот эта бровка, да, хорошая? Ага. Вон там у нас вчера попался. Небольшой, но попался. Тут такие ходят черненькие, но тут кто-то позбивал опять. Не крупный, наверное, налим. Что, ребят, вот такая проверочка у нас. Вчера 2 налимчика, сегодня 1. Ну, короче, ребят, непонятно. До этого жрал нормально. А сейчас просто бац и резко отрубил. Ну, а чем-то это связано, ребят. Ну, как бы жадничать не будем, ребят. Налима поймали, и то хорошо.
как обычно, ребята, отдохнули, приготовили вкусняшек. Ну, в целом, провели вот так здорово времени, ребят. На карантине, ну, в избе в тайге, ребят. Буду прощаться, ребят. Всем хорошего настроения, как обычно. С верным воскресенья, ребят. Все, мы погнали домой. Пока. А бураницы-то нету. Но мы тут раз, когда поехали, мы ее ломанули, а вот все сломало, снег растаял. Тут тоже вот кусок уже еле-еле держится. Сейчас будем рубить ивник, наверное, и кидать. Иначе никак. Так-то не глубоко, но вот здесь, да, нырнешь. Бульк. Здесь не подымешься. Сейчас что-нибудь накидаем. Ну да, да, да. Что? Не базарь женщинами. Ну я же не вижу, ебаный. Не боюсь, я сам боюсь. Садись. Садись. Сейчас. Последний рывочек. Он трудный самый. Может, я сзади сяду? Куда? Нет. Что? Сзади сяду, чтобы не видеть. Садись, давай. Мне неудобно рулить потом будет. Немножко
по 0, да? А игру глубоко вообще.